Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите. Каким образом прокуратура защищает данные права? Как складывается судебная практика по такой категории дел? Об этом поговорим с прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Республики Дарьей Марковой. Дарья Романовна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какими нормами права регламентировано возмещение вреда здоровью и какие суды рассматривают такие дела? Обязательства следствия причинения вреда здоровью регламентированы Гражданским кодексом Российской Федерации, содержатся в главе 59. В данной главе у нас подробно указывается, в каких случаях гражданину может быть возмещен вред, а в каких он освобождается от возмещения вреда. Дела указанной категории у нас подведомственны судам общей юрисдикции, подсудным районным судам. Иски о возмещении вреда, причиненного здоровью, могут быть предъявлены гражданским истцом как по общему правилу территориальной подсудности, это по месту жительства ответчика, либо по месту нахождения организации, так и по месту жительства истца или место причинения вреда. Истцы по искам о возмещении вреда здоровью освобождаются от уплаты государственной пошлины. А каким образом прокурор защищает права граждан по делам о возмещении вреда здоровью? Согласно нормам действующего законодательства, участие прокурора в суде предусмотрено в двух случаях. Во-первых, когда прокурор выступает в качестве истца и обращается в суд в защиту прав, законных и интересов граждан, когда в случае недееспособности, болезни и другим уважительным причинам сам гражданин не может обратиться в суд. И указанное ограничение не распространяется на те случаи, когда основанием для обращения в суд с иском прокурора явилось обращение к нему гражданина. И во-вторых, это когда прокурор принимает участие по делу в суде для дачи заключения. В данном случае по делам о возмещении вреда здоровью это у нас дело обязательной категории. Сразу расскажу примеры. Допустим, по исковому заявлению прокурора, это возвращаясь к первому случаю, у нас по результатам проведенной прокуратурой города Якутска проверки было установлено, что гражданин, находясь в административном здании ответчика, упал с инвалидного кресла, в связи с чем получил телесные повреждения, вред здоровью, в результате чего он был очень долго вынужден лечиться и проходить реабилитацию. В связи с чем прокуратура города Якутска обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд с нашими исковыми требованиями согласился и удовлетворил иск. Важно то, что вред здоровью наступило вследствие необорудованности здания. Поэтому гражданин не мог реализовать свои права на доступность передвижения. Но в основном наши полномочия, конечно же, реализуются, когда мы вступаем в процесс для дачи заключения. Только за первое полугодие 2021 года нами принято участие в 70 делах по указанной категории дел. А какой из этих 70 дел есть процент выигранных? Практически все дела о взыскании вреда удовлетворяются, поскольку граждане обращаются, когда у них есть уже конкретные железные основания. А расскажите подробно, что является основанием для вынесения судом решения о взыскании вреда? В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред подлежит возмещению лицам, причинившим вред, если будет установлена его вина. При этом лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если будет доказано, что вред причинен не по его вине. Но независимо от вины, моральный вред возмещается в любом случае, если он причинен источником повышенной опасности. Также хочу обратить внимание телезрителей на то, что если вред причинен третьему лицу при взаимодействии двух источников повышенной опасности, то владельцы транспортных средств несут ответственность солидарно. То есть, если вы были гражданином и находились в транспортном, средстве, и вдруг произошло дорожно-транспортное происшествие, то вред обязаны возместить два водителя, которые столкнулись. То есть, если я, например, еду в автобусе, и тут в автобус въезжает машина, то мне компенсацию выплачивают? Как водитель автобуса, так и другой водитель источника повышенной опасности. А какими документами доказывается причинение вреда здоровью и какими документами можно себя обеспечить? Граждане, обращаясь с исками о возмещении вреда здоровью, основывают свои требования на документах, которые
подтверждают вину ответчика. Такими документами могут быть приговор суда, постановление о привлечении к административной ответственности, заключение врачебной комиссии, медицинские документы, акты обследования и тому прочее, которые смогут подробно указать, что вред произошел по вине ответчика. К примеру, очень часто весной во время гололеда или в начале зимы вследствие отсутствия надлежащей уборки территории граждане получают травмы. В рассматриваемых случаях будут доказательствами вины являться фотографии с места происшествия, документы, полученные в травмпункте, скорой помощи, выданные врачом рецепты, показания свидетелей. А какие расходы могут быть компенсированы гражданам? Это все у нас предусмотрено статьей 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возмещению подлежит у нас утраченный заработок, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к новой профессии. При этом хочу обратить внимание, что данные расходы могут быть возмещены только в тех случаях, когда гражданин не мог получить указанные услуги бесплатно и нуждался в них, конечно же. Также должно это все подтверждаться как рецептами врача, направлениями врача, допустим, на тоже санаторно-курортное лечение. А расскажите подробнее, что такое в целом моральный вред? Моральный вред. Под моральным вредом у нас понимается прежде всего, конечно же, нравственные и физические страдания. В рассматриваемом случае это будет нравственные переживания в связи с утратой родственника, в связи с ограничением жизнедеятельности, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, страдания, перенесенные как физически. При определении компенсации морального вреда суд у нас руководствуется принципами разумности и справедливости, принимает во внимание степень вины ответчика и все обстоятельства по делу. К примеру, по результатам нанесенных прокуратурой Республики представлений были отменены незаконные судебные акты. Так, мать ИСов проходила лечение в учреждении здравоохранения, но ввиду обострения болезни умерла. По делу была назначена судебная экспертиза, которая выявила дефекты оказания медицинской помощи в виде несвоевременной постановки диагноза и непроведения всех диагностических процедур. Но из заключения следовало, что прямая причинно-следственная связь между смертью и дефектами оказания медицинской помощи отсутствует. Поэтому суду пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения искового требования. С указанными доводами судов мы не согласились, поскольку в данном случае необходимо исходить из того, что обеспечение права граждан в сфере охраны здоровья, включая государственные гарантии обеспечения качественной медицинской помощи, у нас являются приоритетными в государстве. Медицинская помощь должна оказываться надлежащим образом. Мы посчитали, что не было учтено, что ненадлежащее оказание медицинской помощи все-таки способствовало ухудшению здоровья. Также утрата близкого человека является невосполнимой обстоятельством, нарушающим психическое благополучие человека. И выводы судов о том, что компенсация морального вреда, то есть неимущественное право в данном случае не переходит по наследству, были необоснованными. Суд вышестоящей инстанции согласился с нашими доводами и удовлетворил наше представление. Незаконные судебные акты были отменены. А в каких случаях может быть взыскан штраф по закону о защите прав потребителей? Штраф по закону о защите прав потребителей может быть взыскан в случае, если потребитель услуг до направления в суд иска обращался к организации с претензией и просил возместить ему вред, но ему было отказано. В таких случаях, если суд принимает решение об удовлетворении его требований, то он взыскивает 50% в виде штрафа от всей взысканной суммы. Но также хочу обратить внимание, что штраф по закону о защите прав потребителей не может быть взыскан, если потребитель получал указанные услуги бесплатно. К примеру, если он получал в государственном лечебном учреждении, то в данном случае закон о защите прав потребителей на него не распространяется, поскольку все-таки лечение он получал бесплатно. А если вред здоровью совершен в результате преступления, как гражданин может взыскать понесенный ущерб?
Гражданин может обратиться в суд в порядке статьи 44 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Исковое заявление может быть предъявлено после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. Практика предъявления гражданского иска в рамках Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации позволяет потерпевшему сэкономить время на судебные тяжбы, также и финансово сэкономить денежные средства, поскольку уже, получается, представитель у него будет один, а не в порядке гражданского судопроизводства и в порядке уголовного судопроизводства. Но нередко бывают случаи, когда гражданский иск у нас оставляется без рассмотрения, если, допустим, истцом у нас не представлены все доказательства, подтверждающие размер причиненного ему вреда, или если он, допустим, не окончил медицинское лечение и продолжает нести расходы, то в данном случае, если гражданский иск будет оставлен без рассмотрения, уважаемые телезрители, не волнуйтесь, у вас есть право реализовать путем подачи в порядке Гражданского процессуального кодекса, и тогда уже суд уже рассмотрит, но уже не в рамках уголовного судопроизводства. А расскажите, если вред человеку причинен на рабочем месте, какова практика взыскания морального ущерба с работодателей? Если вред причинен на рабочем месте, как правило, оформляется акт о несчастном случае. И тем самым работодатель уже признает, что вред причинен именно там. Впоследствии работодатель, как правило, добровольно возмещает ему те или иные затраты, которые он произведен, в том числе и компенсацию морального вреда. Но если все-таки спор возник, то это я бы не скажу, что часто, но все-таки случаются такие случаи, когда все-таки граждане обращаются в суд, и в данном случае уже суд все рассмотрит с обязательным участием прокурора. А существует ли какая-то статистика учета по возмещению морального ущерба, может быть, в сфере ЖКХ это больше всего, в сфере трудовых отношений? Как таковой статистики органы прокуратуры не ведут, но у нас, конечно же, есть своя статистическая отчетность, где мы указываем, в скольких случаях прокурор вступил в выдачу заключения именно по делам о возмещении вреда здоровью. Вот такую статистику, да, мы ведем. А конкретно, если разделять, в сфере ЖКХ, в сфере трудовых, то такой статистики, конечно же, нет. Дарья Романовна, спасибо вам большое. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы разговаривали с Дарьей Марковой, прокурором отдела